ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 12:00, Конгресс-холл УГТУ. Впервые в Ухте стартует битва ораторов. Родоначальниками идеи стали аспиранты вуза. За основу взяты модные сейчас шоу. 2 человека вызываются на трибуну и отстаивают полярные точки зрения. Для дебютного боя выбрали тему религиозный и светский взгляд на современную жизнь. Защитить свое видение пригласили 2 мужчин, известных своими знаниями и умением вести дискуссию. Дебатируют Дмитрий Безгодов и Евгений Вологин. Позиции точно не полярные. Мы во многом в принципиальных вещах, я полагаю, с Дмитрием Николаевичем совпадаем. Но, в общем-то, по большому счету, я, по крайней мере, о себе могу сказать, я действительно более сторонник светских ценностей, хотя бы потому, что мы ими живем, мы ими дышим, и они являются достижениями, в том числе и российской культуры, на протяжении, по крайней мере, последних нескольких веков. Дмитрий Безгодов сузил понятие религиозности, сразу обозначив себя как православного. И к тому же заметил, что если через 100 лет Россия продолжит существовать, то она будет православной, ведь люди этой конфессии продолжают рожать, несмотря ни на что. Евгений Вологин, в свою очередь, вспомнил о дремучих суевериях верующих людей, нелицеприятных страницах истории православной церкви во время Великой Отечественной войны и высказал тезис, что религиозность мешает делать страну эффективной. Ораторы сражались 4 раунда, а в итоге всем зрителям предложили проголосовать за одного из бойцов. Однако, более емкое резюме по дебатам высказала, как ни странно, сотрудница гардероба УГТУ, когда съемочная группа забирала одежду. На вопрос, что вы предпочитаете, веру или этику, она ответила: «Вы знаете, я предпочитаю журнал «Родина».